Здравствуйте, меня зовут Емельян Дмитрий Михайлович. Я являюсь помощником Канашского межрайонного прокурора. Сегодня я хотел бы до вашего сведения довести об изменениях, внесенных в законодательство. Так, федеральным законом от 1 июля 2017 года номер 155 ФЗ были внесены изменения в статью 5 Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества и Федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Так, внесенными изменениями предусмотрено, что покупателями приватизируемого государственного и муниципального имущества, а именно акций акционерных обществ, объектов недвижимости, земельных участков, не могут являться офшорные компании и контролируемые ими юридические лица. Иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их контролем организации не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над стратегическими хозяйственными обществами, или совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких обществ, и стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. Аналогичный запрет поправками введен и в отношении офшорных компаний и контролируемых ими российских юридических лиц. Поправки вступают в силу со дня их официального публикования. Добрый день. Я являюсь помощником Канашского межрайонного прокурора Киргизов Александр Иванович. Проведенный анализ состояния законности в сфере профилактики противоправных деяний в отношении несовершеннолетних показывает, что в текущем году наблюдается устойчивая тенденция к росту преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Их число за 6 месяцев 2017 года возросло на 30,6% с 395 до 516. Особую озабоченность вызывает рост зарегистрированных в текущем году преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних на 48,8%, то есть с 46 до 88. Приоритетным направлением защиты подрастающего поколения является уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от преступлений против половой свободы и неприкосновенности. Одной из причин низкой эффективности защиты несовершеннолетних от преступлений против половой свободы и неприкосновенности является свободный доступ к интернету, порнографии и сценам насилия над детьми в сети интернет, отсутствие должного контроля за детьми со стороны родителей и опекунов, несовершенство законодательства, усиление в последнее время самой агрессивно-циничной и неконтролируемой секс-пропаганды. Статьей 57 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, совершение особо тяжких преступлений против здоровья, населения и общественной нравственности, общественной безопасности, а также половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. В диспозиции статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен запрет на назначение условного осуждения лицам, осужденным за преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Согласно статье 79 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее 3/4 срока наказания, назначенного за преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, а также не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Согласно статье 80 Уголовного кодекса Российской Федерации, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение преступлений против половой свободы несовершеннолетних, не менее 3/4 срока наказания. В то же время разъясняю, что в Канашской межрайонной прокуратуре действует телефон горячей линии, по которому вы можете сообщить о преступлениях в данной сфере. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня с вами заместитель прокурора Янтикского района Чувашской Республики Афанасьев Андрей Владимирович. В
последнее время в средствах массовой информации озвучивалось много сведений о присвоении родителями своим детям необычных имен с использованием различных символов, обозначений каких-то объектов, которые, в принципе, были нелицеприятны для слуха, однако каких-либо законодательных ограничений для присвоения таких имен не было. Как говорится, вопрос назрел давно, был разработан соответствующий законопроект, и 1 мая 2007 года президентом Российской Федерации был подписан закон о внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и закон об актах гражданского состояния. Теперь при выборе родителям имени ребенка не допускается использование, цитирую, в нем цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака дефис или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы. Фамилия ребенка теперь определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилии отца и матери в любой последовательности, если иное не предусмотрено законом субъектов Российской Федерации. Как мы знаем, с наступлением летнего сезона, теплых времен года, многие автовладельцы, автолюбители любят мыть свои машины на неотведенных для этого места, в том числе и на водоемах, прудах, различных озерах. Однако это незаконно. Так, в соответствии с статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации определено, что в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которой вводятся дополнительные ограничения для осуществления хозяйственной деятельности. Согласно Водному кодексу, ширина таких водоохранных зон рек или ручьев составляет от 50 до 200 метров. Для моря это 500 метров. При этом в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специального транспорта, за исключением их движения по дорогам и специально отведенным полосам с твердым дорожным покрытием и для движения специальной техники. Предупреждаем, что за мойку машины в водоохранной зоне будет значительно больше штраф, чем потратил бы автолюбитель деньги на мойку в специализированном сервисе. Так, использование прибрежно-защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности является административно наказуемым и влечет ответственность, предусмотренную статьей 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. В данных случаях на гражданина может быть наложен штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей должностному лицу. Ну, например, если он моет свой служебный автомобиль, штраф от 8 тысяч до 12 тысяч рублей, а для юридических лиц установлен очень большой штраф в размере от 20 до 400 тысяч рублей. Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за законностью нормативных правовых актов органов местного самоуправления. В указанных целях обеспечено поступление в прокуратуру всех проектов нормативных правовых актов, предполагаемых к принятию. О нарушениях, которые выявляются в ходе такой деятельности, и об одном из примеров я хочу вам рассказать. Так, в прокуратуру района поступило проекты постановлений администрации и исполнительных органов местного самоуправления, которое предусматривалось премирование и выплаты иных вознаграждений муниципальным служащим. После изучения данного проекта нормативного акта было установлено следующее. В соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, орган местного самоуправления самостоятельно устанавливает размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных выплат, в том числе стимулирующего, компенсационного характера. При этом в законе четко прописано, что такие условия оплаты труда должны быть урегулированы нормативным правовым актом, принимаемым представительным органом местного самоуправления. То есть в Чувашской Республике представительные органы местного самоуправления являются собрание депутатов городских округов, собрание депутатов муниципальных районов и, соответственно, собрание депутатов сельских поселений. Таким образом, прерогатива принятия разрешения вопросов, принятия нормативных правовых актов по вопросу условий оплаты труда муниципальных служащих является исключительной прерогативой собрания депутатов. В данном случае сложилась ситуация, когда орган исполнительной власти устанавливает условия оплаты труда в отношении самого себя, грубо говоря. Естественно, такая ситуация противоречит требованиям закона, а также является коррупциогенным фактором, поскольку принятие нормативного правового акта органом, который некомпетентен на это, противоречит законодательству. В связи с изложенным после изучения проекта прокуратуры были подготовлены соответствующие информации своими замечаниями и направлены в органы власти с целью предотвращения принятия незаконного нормативного правового акта.